Ужасы войны никогда не ограничиваются страданиями солдата и его семьи. Саид Нухлев, с которым мы познакомились в одном из сел Веденского района Чечни, сегодня вряд ли кто-то сможет объяснить. Подошли мы вплотную к речке. Эту речку еле могли форсировать грузовые машины. Не могли? Могли. Но потом я политруку говорю: слушай, Кипрушев, давай мы на ту сторону перейдем, и он на гору станем. А кто попытается вот форсировать реку, вот мы будем стрелять с высоты их. А тот не соглашается. Дурак ты, я говорю. Нас побьют здесь. Мы не успеем речку форсировать, а нас побьют. Давай его на высоту поднимем. Вот мы с ним, несмотря на сопротивление этих часовых, добрались туда на высоту, уцелели. А кто остался в речке, все скопутились. Видишь как? Жалко, что так получается, Саид. Ну, видишь, жалко делают безумные руководители. Вот они напьют шампанского, так? Им кажется, что люди должны драться между собой. Значит, поскольку армии России много, значит, они должны победить по-ихнему. Это не зависит от того, что какое количество имеешь, а как умеешь применить обстановку. Вот что зависит. Они не умеют. Они, видно, что пока еще надо их приучить к тактике. Солдатский опыт Саида неожиданно и жестоко пригодился ему на склоне лет. И где строить бомбоубежище, он знает лучше своих сыновей. Забыть это ему уже не удастся. Семь лет за родину воевал, старик. Теперь бегать пригодился ему. Вы считаете, что это безнадежно? Это прямым попаданием безнадежно. А если поблизости ударит, значит, спасен будет от осколка. А как лучше? А? А как лучше? Как лучше? Вот сюда. А, на склоне, да? Да. Не на склоне, а вот отсюда. Подошву склона. Рыть метров 5 вот так туда глубиной. И все. Если прямое попадание будет, это конец. Понял? А прямое попадание там будет, и тоже конец. А от осколок можно уцелеться. Понял? Вы сами рыли, да, тогда помните? Ну, а как же? Не рыть окоп, это дохлое дело. А если будешь сидеть так, мгновенно надо двигаться, иначе убьют. Вот я здесь держу так, вот, значит, справа по одному вперед командую. А я так стою, вот. А вот тут падаю, я сюда падаю. И почему я сюда падаю? Дальше. Потому что, кто увидит стрелки, ураганный огонь открывает. Туда. Да. А вы Чтобы туда не пришли. навать его, я опять дальше. Вам еще воевать надо, да? Как? Вам еще воевать надо? Воевать. Зачем? С кем? Ну как же? Как с кем? Если какая-нибудь другая сторона воевала против нас, так? Я бы пошел на войну. Ну а зачем мне русских детей бить? Мне их жалко. И своих жалко. Вы поняли, нет?